Бизнес-центр «Книжка» в Уфе на Мира 14. Что здесь только не располагалось и что только не планировалось. Глава Башкортостана Ради Хабиров скорректировал историю этого здания. Фабрика будущего, так теперь официально называется бизнес-центр «Книжка» в Уфе. На нескольких этажах там разместились лаборатория киберспорта и нейротехнологий, центр молодежного инновационного творчества «Футурика», бизнес-инкубаторы, ремесленный коворкинг, центр социального предпринимательства. Фабрику будущего, бизнес-центр «Книжку» в Уфе, отремонтировали и открыли. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки на этом объекте. Мы здесь городские инновации разместили на этой площадке. То есть, допустим, у нас даже вот если скамейка там, она солнечной батареей, с подогревом, с лампочками и с зарядкой. У нас, это вот сейчас мы немножко почистили площадку, у нас тут, да, Олег Александрович, вот весь район. Во время стройки даже. Да, во время стройки. Люди, дети, мамочки, дети здесь ходят. Смотрите, здесь очень удобно, я прошу прощения. Здесь раз школа, за Дом книжки 2 школа, УТЭК, Рели наш предуниверсальный, ну нефтяной там 300 метров. Здесь настолько удобно, и вот эти новостройки, вот, ну, действительно многолюдно. Дерево с солнечными панелями, значит, освещение площадки от него, зарядка вот рядом с ней, тоже от этого дерева, и вечером оно светится. То есть это такой арт-объект современный. Это аналог Копенгагенской площадки, модной, то есть вот инновационные площадки. То есть мы прямо ее повторили. И посмотрите, вот батуты у нас тоже на площадке. В общем, тут все, и школьники, и учащиеся техникумов, и институт мимо идет. Вот как бы такие решения тоже нестандартные все-таки сюда вложили на эту площадку. Завтра доделаем. Понятно. Вот. Ну, симпатично вот это. Вот я бы, вы знаете, как еще вот так немножко посмотреть, у нас инновационный забор. Ага. Вот видите, так у нас читается фабрика предпринимательства, а проходишь, и будущее здесь появляются буквы. Первая точка в Черниковке. То есть она уже работает, да? Да, уже работает. А у Уфе много таких? Есть? Да, уже везде. В центре, да. На Ленина, на проспекте, на набережной, на монументе. И очень важно. Пользуется. Очень важно. Мы в этом году специально одну бригаду я создал, которая вот занижение бордюров, поднятие колодцев и так далее, велодорожник. Вот здесь у нас. То есть лампочки, зарядка и подогреваем мы эти. То есть это вот от солнечной батареи, которая вот, Ради Фаридович, вот она стоит. Кстати, стоимость примерно, ну, не сильно выходит за рамки обычных МАФов. Так, пока мы, значит, смотрели входную группу, вот это все, что вы сделали, очень здорово. Ну, надо было это сделать. Конечно, это да. Ну, вообще такой точкой притяжения стало. Вы проходите, Рим. Да. Здесь мы проводим тоже мероприятия прямо в холле, поэтому нам и надо освободить. То есть мы ее используем. Значит, здесь тач-панели у нас. Собственно, можно навигацию посмотреть. Ну, Ради Фаридович, вот первый в Башкирии робо-кафе. То есть это роботы Кука. Причем ребята работают в основном на Европу. И вот нам собрали таких роботов. Нет, подождите, сейчас там дальше, да, продолжение. Все? Зато нет проблем с декретными отпусками. Да. Можно, да? С больничными. С ковидом, с больничными. Так, И второе мороженое делает. а это сетка, да? Да. Ради Фаридович, это оно по развитию малого бизнеса. Мы предлагали эту историю в аренду предпринимателям, они пока очень сомнительно к этому относятся. Но тем не менее... Но это уже будет работать, да? Ну, оно все работает вот уже. Здесь навигация по зданию, тоже большой экран для того, чтобы вот сейчас все мероприятия, даже вот чтобы, видите, помните, мы говорили, мы экосистему, да, здесь создаем. То есть у нас здесь получается, начиная от школьников, от Авроры, студенческие истории, ЦМИТ, киберплощадка. Это вот все, что у вас есть. Да. Давай посмотрим, да? А что здесь есть? Ну, у нас время есть, теперь. Вот, поэтому... Значит, ну, МФЦ для бизнеса есть, да? Да, ну вот сейчас мы с вами пройдем тоже мимо. Лаборатория есть? Да, есть. Это... Да, ремесленный коворкинг. Есть? Да.
конференц-зона, лектории на крыше. Он прямо на крыше? Сейчас вы увидите, он даже уже все. Бизнес-инкубатор, коворкинг и зона нетворкинга. Хорошо. Это вот сегодня мероприятие. Здесь уже мой бизнес можно сразу это вот центр мой бизнес? Да. Ну, во-первых, здесь тач-панель, чтобы меры поддержки увидеть можно, вот, соответственно, все. И мы сделали открытую зону теперь моего бизнеса. Помните, здесь были вот такие закрытые... Ой, прошу прощения. Так, то есть, ну, наверное, вот мы посмотрим. Здесь консультируем, стойка. То есть это одновременно приветственная зона сюда и зона консультаций. При этом, если требуются уже там переговоры и так далее, у нас на втором этаже там и конференц-зоны, и переговорные размещены. А здесь мы специально сделали вот такую открытую приветственную зону, чтобы можно было общаться. А здесь вот... А вот сейчас коллеги нам расскажут. Просто, когда ребята начали этим заниматься, мы поняли, что это гораздо шире и очень интересно для и абитуриентов, и студентов, не только для лиц ВУЗа, а для всех. И ребята начали побеждать сначала там, на республиканских, потом на федеральных, там призеры, по-моему, даже чемпионата России по киберспорту. 3 месяца назад мы сделали малоинновационное предприятие, значит, где один из учредителей вузов. Вот, и поняли, что этот киберспорт – это не просто увлечение, не просто там стрелялки, бродилки, а это целая наука. Сергей Александрович, наш руководитель Центра технологического предпринимательства. Ну, киберспорт – это работа за компьютерами в экстремальном режиме, где требуется особое внимание, особая там, скорость реакции и прочее. И от этой вот, работы очень быстрый переход к производственной деятельности, к научной, потому что навыки востребованных киберспортсменов, они востребованы у операторов сложных установок, вот эта скорость реакции. И от киберспорта мы переходим к научной деятельности. Мы с помощью киберспорта переосмысляем производственные процессы, инструменты, которые используются в киберспорте, мы сейчас используем в образовательной деятельности и в подготовке специалистов. То есть, например, с киберспортсменов снимаются показания, там, датчики, там, пульс, давление и так далее. Есть устройства ай-трекеры, которые следят за тренировками спортсменов. И вот эти же вещи можно использовать при подготовке специалистов, которые являются операторами установок и так далее. То есть, получается, здесь прямой перенос вот этих вот контроллеров на производственные процессы. Технологии киберспорта мы можем использовать в нейромаркетинге. То есть, получается, мы с киберспортсменами изучаем строение мозга, да, как у них там, что в мозгу происходит во время игры. Эти же вещи переносим вот в работу с производственным бизнесом и прочее. Вот у нас сейчас есть специалист по нейромаркетингу в университете. Прибор ай-трекер называется. Он показывает, куда человек смотрит, и с помощью других приборов показывает, что человек думает и мыслит. Какие эмоции это вызывает? Какие эмоции вызывает, да. И, соответственно, будет разрабатываться лаборатория, с помощью оборудования можно будет проводить определенные тесты, и это уже эффективно во всем мире. Следующий слайд. Как пример, на буклете можно увидеть, куда человек смотрит зрительно, и, соответственно, мы понимаем, то есть, что он запомнит, что увидит. С помощью компьютера, специального оборудования мы видим, как и что это проходит. И после можно корректировать, самое главное, макет и достигать нужных результатов. То есть мы можем изменять образовательные материалы, чтобы они лучше усваивались, ну и так далее. И у нас еще небольшой сувенир для вас, можно? Венту не было еще, да. Спасибо. Удачи. Спасибо. А это вот мой бизнес, да? Это МФЦ для бизнеса. Сколько окошек здесь? Ну, здесь 3 окошка у нас получается. Ну и вот здесь вот вы говорите. Ага. Ну, мы... Это на вот эту южную, на северную часть? Да, на северную часть. Причем у нас мы не ожидали, что у нас здесь будет, ну, до ковида. Естественно, в ковид тут у нас немножко все встало. Вот, а до ковида у нас где-то там человек 10-15 в день было. Это не МФЦ стандартная, это же предприниматель, где-то 30-40 минут. Поэтому, в общем, загрузка хорошая. Парич, вы были у нас в молодежном центре. Он у нас там небольшой, ограниченный, и очень здорово, что вот нам дали площади. Потому что вот сейчас вот на этой территории здесь занимаются, ну вот мы находимся, повторюсь, на пересечении сразу 4 школ, колледж здесь рядом. У нас у каждого студента, вне зависимости от того, на какой он специальность поступил, есть так называемый волонтерский проект. И они сами выбирают. У кого-то это спортивный проект, у кого-то это проект, связанный с профессиональной ориентацией, у кого-то это социальный проект, у кого-то это патриотические проекты. И вот многие ребята выбирают вот такие молодежные, такие образовательные проекты, когда студенты являются наставниками для школьников. И, повторюсь, мы, конечно, в своем там молодежном технопарке просто не помещались. Сейчас мы сразу
кратно увеличили, скажем, площади, оставив и там несколько точек, и здесь. Причем, что хорошо, мы занимаемся разработкой условно беспилотников. Они для конкретных прикладных целей. Вот, допустим, там Баймак облетали районы по линии Минлесхоза и так далее. Вот робот, который собрали студенты под курированием преподавателей вместе со школьниками. Ну, покажите, как он работает. Это система, беспилотная автономная роботизированная система, совместно наземный робот и летательный аппарат для мониторинга, обнаружения, тушения природных пожаров, техногенных и так далее. На сегодняшний день у нас реализован летательный аппарат и модель, прототип робота, который может обнаруживать пожар. Стоит спектральная камера, которая по градиенту температуры определяет источник пожара. Ключевая история – это программное обеспечение, которое нужно было разработать. И вот поскольку мы многопрофильный университет, у нас и кафедра пожарных… На огонь или на тепло реагирует? На тепло. Инфракрасный спектр. По градиенту температуры. Мы планируем в дальнейшем доработать. Точно у него там пульта за спиной нет? Нет. Он бы не работал. То есть мы можем его выключить, и он уже ничего не будет. То есть в дальнейшем планируется его оснастить системой подачи огнетушащих средств. Здесь вот у нас мы смоделировали пеногенератор. Так как все-таки нефтяной университет, мы больше ориентированы на тушение нефти, нефтепродуктов. Разрабатываются также на кафедре совместно различные пенообразователи, которые обладают более устойчивыми качествами. Идет разработка еще и огнетушащих специальных веществ, так называемых шаров, которые сейчас есть, но мы на более, так скажем, хотим доработать, чтобы можно было применять его и как для коптеров, чтобы сбрасывалось при обнаружении на очаг пожара, использование групповых беспилотных аппаратов, чтобы один беспилотник, он только для мониторинга. Там интересный принцип заложен в тушении вот этих, взрывчатых веществ. Это мы, пламя у нас что такое? Плазма. Мы разрушаем плазму там фтор-5 или хлор-5, так, и вот что получается, видно вот электромагнитным тушением у нас вот диссертация за счет этих электромагнитных у нас плазма что такое? Плюс-минус заряд. Если мы оттягиваем минус, видно, пламя сдвигает в сторону плюса, и что делать? Плазма разрушается, и огонь тушится. Это я видел такие шарики. Не шарики, они такие, типа втулки, да, типа гранаты, да. При бытовых случаях. То есть вот пожар у тебя, квартира горит, ты ее бросаешь, она создает коридор, ты выскакиваешь. Да. Я, правда, у пожарных спросил, я говорю, для этого, наверное, спецподготовка нужна, чтобы через огненный коридор пройти. Нет, да, можно просто набросать их. Это... Я думаю, можно вопрос? И они работают. Можно вопрос? Да. А кто-то еще аналогичными разработками занимается в России? В России разработки ведутся. У нас и в НИИПО ведет, и Поштехника. Это студент 4-го курса Каратаев Никита. Он в этом году стал победителем всероссийского конкурса «Умник-2020». 9 человек из нашей республики стали победителями. Вот один из них Никита. Он провел исследование, насколько актуально на сегодняшний день применение робототехники. Мы же планируем чтобы это была полностью автономная система, которая без участия человека, но, естественно, с возможностью какого-то ручного воздействия. Эта комната посвящена беспилотникам. Вот наш преподаватель Арслан уникальный человек. Его первый предпринимательский опыт был в 6 классе. Он тогда уже коммерческий проект создал. Вот его разработка — это капсульный дрон. В общем-то, что, например, если на дальних расстояниях вы находитесь от какого-то происшествия, чтобы запустить обычный коптер, он пролетел те же 5-10 километров, нужно потратить большое количество времени. А мы, получается, упаковываем обычный дрон в капсулу и запускаем из нее пневмопушки. То есть дрон намного быстрее долетает до места назначения, сбрасывает в себя капсулу, раскрывается и, например, может передать нам какую-то картинку, которая нам срочно нужна. Вот это наш первый прототип. Получается, это сам коптер, основа, которая будет летать. Вот эта сетка — это полетная зона наша. Она в обычное время опущена, но мы сейчас ее подняли, чтобы всем гостям предоставить место. Вот я могу продемонстрировать работоспособность.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь мы занимаемся изготовлением прототипов. Мы участвуем в чемпионате WorldSkills компетенции изготовления прототипов. Сам я являюсь экспертом. И с 2016 года мы регулярно занимаем призовые места. Сейчас Егор и Лев – это финалисты. Они буквально неделю назад нам стало известно, что они заняли 3-е место по России в нашей компетенции изготовления прототипов. И они делятся опытом, собственно, сейчас с подрастающим поколением. В следующем году готовитесь, финал у нас будет. Да, готовимся. У нас есть возможность там команды выставлять везде. Вот они делают вот такую железную птичку. Дети получают чертеж, вот, примерно такого формата, и у них есть 2 часа на то, чтобы они успели все это смоделировать. А дальше в течение 15 часов они должны отдать готовый прототип, покрашенный, функционирующий. То есть они уже на такой степени профессионалы, что вполне могут делать коммерческие проекты. Это вот буквально пара занятий. Например, вот этот редуктор, это уже пару месяцев работы. То есть здесь все напечатано, все рассчитано в профессиональной программе. Принтер здесь же, да? Да, принтеры там в мастерской в следующей комнате. Вот это тоже чемпионатное задание. Любительские тиски назывался. То есть детям дали силикон и вот этот пруд. Все остальное они сделали сами. Тут еще была присоска, но она со временем порвалась. То есть вот это надо было сделать, насколько я помню, за 12 часов. Сейчас вот происходит, они вдвоем находятся в одной виртуальной сцене и спасают пострадавшего. Там розыск нефти. На самом деле они могут быть за 1000 километров друг от друга. Но при этом взаимодействовать. Это может быть студент, экзаменатор, это может быть два обучающихся человека. Таким образом они полностью, в соответствии с инструктажами обучаются действиям. Собственно, мне кажется, мы где-то на год опережаем вообще наших ближайших конкурентов, потому что ничего подобного я еще не видел ни на каких выставках. То есть именно взаимодействие сетевое не стреляло. Вот эта мастерская, собственно, цифровое производство, оно не только про роботы и про изготовление прототипов. Его можно использовать и в более широком смысле. Вот наше название «Футурик» — это город будущего. И вот фартук, он напечатан на керамической плитке, это тоже как посвящено городу будущего. То есть я стремлюсь обучать людей, чтобы они использовали цифровое производство гораздо более шире. Или, например, один из экспериментов оказалось, что у нас те, кто работает с кожей, они работают по технологии столетней давности. То есть они все это вручную пробивают. А это же тоже можно все оцифровать. То есть делается цифровой прототип, цифровая модель, все эти отверстия уже там присутствуют. И затем на лазерном станке вырезается. Спасибо большое. Удачи, побеждай. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. И вот следующая наша история, прежде чем мы зайдем, хотела бы просто немножко вводное дать. Значит, помните, мы говорили о креативных индустриях, да? То, что муха и прочее. Вообще потенциал креативных индустрий такой, что темпы роста... Давайте мы здесь остановимся. Темпы роста креативных индустрий в Европе, в США в десятки раз превышают темпы роста промышленности. То есть это те отрасли, это и ремесла, дизайн, урбанистика, VR-технологии, мода. То есть это те отрасли, которые имеют наибольший потенциал роста. И мы на самом деле открыли первый в России ремесленный коворкинг. Мы нашли наших предпринимателей. Очень сложно их было вытащить, чтобы они просто поверили, потому что они должны зарегистрироваться при этом. И вот сегодня мы вам покажем этот коворкинг. И уже у нас началась синергия с теми площадками, которые присутствуют на фабрике будущего. В общем, вот... Интересно. Да. Интересно. Из мира виртуального в мир реальный. Да. Так, вот этот коворкинг называется башкирский ремесленный коворкинг. Здесь пока пусто, но для меня это самое ценное помещение, самая ценная локация. Почему? Потому что здесь мы будем их обучать современным технологиям. Мастер-классы, коворкинги. Почему? Потому что сегодня ремесленники, они по отдельности стали специалистами своего дела,
Производить научились, но продавать их надо научить. Чтобы сегодняшняя молодежь могла носить исторические вещи в современном прочтении, в современной стилизации, потому что вот эти женские украшения, нагрудники, они же вошли в моду на повседневку. Благодаря этому умещению этой фабрики познакомился с ректором, с Алексеем Александровичем, и благодаря этому мы уже состыковались с кафедрой, да, с Ольгой Николаевной. Вместе будем разрабатывать их, потому что у нас опыт есть, умения, навыки есть, у нас нет науки, научного подхода по конструированию, по созданию, по моделированию, поэтому вот если бы сюда мы не приехали, мы бы даже об этом помышлять не могли бы. Вот чудо случилось бы, познакомились с этими удивительными людьми, потому что они горят, у них студенты, у них умы молодые. Кстати, вот у ремесленников всегда почему-то стереотип складывается, что они уже пенсионные, или предпенсионные, или за пенсионного возраста. Здесь все ремесленники, они молодые, все молодые. Вот статистику могу портить только я. Вот здесь совершенно новая зона, это этномаркет, у нас существует уже 4 года. Работать с войлоком, с фетром у нас условий не было. Вот благодаря вот этой фабрике, благодаря этому коворкингу, мы уже все будем производить здесь, на месте уже. Мы музейные эти экспонаты будем брать, сканировать, создавать 3D-модели, и на основе 3D-модели уже будем мастер-макеты создавать и отливать уже. А вот там зона сборки у нас. Это просить там рабочий беспорядок. Это мы вам мешаем. Не мешаем, уже не мешаем. Готовые изделия отлитые, чистим здесь и сборку делаем. Натуральные камни. Это натуральный камень, да? Как? Натуральный камень, да? Да. Кстати, по камням вопросы есть. Мы столько камней производим. Дороги настилаем, допустим, Зилаир, там змеевик, Учалы, это мрамор, а этот яшма, это мрамор. Вдоль дороги можно собирать. Но их переработкой никто не занимается. Это ваше. Из ремесленников бизнесмены, предприниматели, потому что надо масштабировать. Стоимость очень доступная, кстати. Да, это все, что здесь производится, это по доступной цене. А вы, может, покажете все-таки ваши цены? Нам как раз интересно же вот все ваши рабочие места. Рабочие места, да? Да. Ну, там уже чисто рабочая зона, это кухня. Кухня. Станки. Станки, но не все еще завезли, потому что пока размещаемся. А сюда каков принцип? Ремесленник, он как хочет? Он приезжает сюда на 2 недели или как? Или вот он, какой принцип? Мы как резиденты уже. Как резиденты. Как резиденты, да. А много? Ну, пока немного. Пока 3 резидента, но их мы по нашей договоренности к Новому году 5 будут. 5. И все... Мы вообще как хотим? Мы хотим их услышать. Мы ходим на выставки, на ярмарки. Они все-таки очень осторожно относятся к этому. Вот даже Азамат вначале сказал, ну, здание классное, ну, хорошо, что показали, и уехал. Потом перезванивает, говорит, ну ладно, приедем. То есть мы хотим покупать им оборудование дорогое, которое, а у нас же это федеральные тоже деньги. Вот это все оборудование федеральные деньги. То есть центры НХП. Мы будем покупать для них оборудование достаточно дорогостоящее, которое сами не могут купить. И будем здесь размещать, чтобы они работали. Но это бизнес. Это бизнес. Надо Я понимаю. Нет, смотрите, мы вот по легкой промышленности там приняли решения какие-то, мы немножко им сейчас помогаем. Да. У меня давно была идея собрать ремесленников, вот форум провести, с вами поговорить, потому что это большая, ну, какая-то определенная доля экономики будет. Ну, во-первых, легкая промышленность, да? Но ее надо отдельно, но все равно ее надо проводить, там перед фольклориадой как раз и проводить ее надо. Вот здесь у нас совершенно новая часть, потому что мечты сбываются, но иные мечты сбываются даже не родившись в голове. Вот это одна из таких меч, потому что швейным, пошивочным цехом мы планировали заниматься через 3 года. Потому что освоить кожу, освоить все остальные технологии, а тут Божьи... Да, мы обязательно увидимся скоро, с вами начнем работать. Мы придумаем программу какую-то по поддержке именно вот
ремесленничество. Да? Как она? Народно-художественный промысел. Да? Вот надо прям объединить вот все, что они делают. Одежду, там что-то еще, украшения и какой-то деньги. Если позволите, я цифры даже озвучу, потому что как бизнес, если рассматривать, от 200 до 250 миллионов рублей это то, что мы не зарабатываем, не получаем из-за того, что мы не работаем. Потому что туристический поток среднестатистически 2 миллиона, 2,5 миллиона. Каждый турист хотя бы 100 рублей у нас ставит. Какую-то штучку купит. Да. В местах, где мы их планируем регистрировать по местам, вот туристические тропы, такие вот недорогие местные продукты. Договорились. Мы поженим это.